Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Владимир Путин дал старт серийному производству автомобилей «Аурус» в Алабуге. И, конечно, открытие производственной площадки в Татарстане – это еще один стимул для развития региона. Почему местом сборки выбран Татарстан и о перспективах премиальной марки расскажет Салават Мухаммадуллян. Она оставила полуторагодовалого малыша в сарае в 30-градусный мороз. Какое наказание суд Алексеевского района вынес для женщины, которая чуть не заморозила своих детей, выяснила Юлия Гоголева. Праймерис в Татарстане. Идут на избирательные участки, общаются, встречаются. На самом деле это праздник встреч, это событие. Как прошло предварительное голосование, знает Дмитрий Аренин. Со школьных парт до чемпионских высот. В Казани прошел финал школьной волейбольной лиги республики. Какие они, будущие Волковы и Гамовы, расскажет Рамиль Шайдуллин. Сегодня в особой экономической зоне Алабуга состоялось историческое, можно сказать, событие. Здесь открыли предприятие по серийному выпуску автомобилей «Аурус». В церемонии по видеосвязи принял участие президент страны Владимир Путин. Он отметил, цитата: «Татарстан у нас в передовиках по очень многим показателям. Сейчас сделает еще один шаг вперед». Для участия в церемонии сегодня в Алабугу прибыл министр промышленности России Денис Мантуров, глава Ростеха Сергей Чемезов, президент Татарстана Рустам Минниханов. Репортаж Салавата Мухаммадуллина. Владимир Ильич, разрешите дать старт началу серийного производства? Разрешаю. Это автомобили премиального класса. Президент страны сам уже не первый год передвигается на такой машине. С этого дня российский Rolls-Royce или Maybach, как его называют некоторые эксперты, могут приобрести все желающие. Уверен, что автомобили, которые сойдут с ее конвейера, будут пользоваться спросом. Как вы знаете, я езжу на таких машинах и сам за рулем неоднократно бывал. Это действительно достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам. Как отмечает президент России, в стране впервые, причем с нуля, была разработана целая линейка автомобилей представительского класса. Локализация аурусов на данный момент 53%. Владимир Путин ставит задачу довести процент отечественных элементов в автомобиле до 80%. Открытие производственной площадки в Татарстане – это еще один стимул для развития региона. Татарстан и так у нас в передовиках по очень многим показателям, но за счет появления современных рабочих мест, увеличения налоговых поступлений, которые необходимы для решения социальных задач, Татарстан сделает еще один шаг вперед. В планах довести мощность завода до 5000 автомобилей в год. Пока здесь будут собирать только седаны «Сенат». В будущем в Алабуге планируется выпускать и внедорожники «Комендант». В сравнении с другими российскими производителями, это будет самый российский автомобиль. Особая экономическая зона Алабуга выбрана местом сборки автомобиля неспроста. Как отмечают производители, здесь уже были мощности завода Solers, где идут сварочные и красочные работы. Плюс на территории располагаются и другие поставщики элементов автомобиля. В итоге инвестиции в сборку Ауруса удалось снизить до 2 миллиардов рублей. В мире производства автомобилей это немного. Это только начало. Будет большое продолжение. На платформе Ауруса будет много разных изделий. И, конечно же, для татарстанских поставщиков компонентов это тоже возможность поставить сюда компоненты. Ну и рабочие места. Рядом вот здесь учебный центр. Если вы еще не посетили, я вас приглашаю. И, конечно же, за такое короткое время разработать автомобиль, поставить на серийное производство – это, конечно же, огромные усилия многих людей. Сегодня сборочный, сварочный и покрасочный цеха осмотрели министр Денис Мантуров, глава Ростеха Сергей Чемезов, президент Рустам Минниханов. С запуском этого производства в Алабуге появилось больше 100 рабочих мест. Аурус, КАМАЗ у нас самое современное производство сегодня, да, я думаю, что и в мире. На последних этапах сборки на автомобиль устанавливаются колеса, идет регулировка навесных элементов, это капот, двери, фары. Также здесь происходит загрузка электронных систем. Далее тесты, ну и в итоге получается вот такой автомобиль
его можно собрать за 2 смены, то есть за 16 часов. У нас мощности рассчитаны на 1800 автомобилей в год. Именно в этом цехе? Да, ничего не переоборудовав, просто добавив пару станций, можно увеличить, добавив персонал, можно увеличить производительность 1800 штук в год. Сегодня в Алабуге представили и уникальный Аурус с двигателем на водородном топливе. За руль сел Денис Мантуров, а рядом Сергей Чемезов и Рустам Миниханов. Тест-драйв получился на ура. Как впечатление от поездки? Отсутствие звука. То есть очень непривычно, потому что едешь так, как в вакууме. В проекте принимают участие и зарубежные инвесторы с Объединенных Арабских Эмиратов. Срок окупаемости проекта – 7 лет. Первые автомобили с конвейера приедут в салоны и к своим покупателям уже в июне. Салават Мухаммадуллин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Алабуга. И позже Денис Мантуров в сопровождении Рустама Миниханова посетил образовательный центр «Алабуга Политех». Здесь уже 3-й год готовят квалифицированных специалистов для предприятий резидентов особой экономической зоны. Студентов готовят по стандартам WorldSkills действующие инженеры предприятий. Уже с первого года обучения ребята получают практические навыки на промышленных объектах. Рустам Миниханов сегодня посетил оленеводческую ферму в Елабужском районе. Здесь разводят порядка 500 голов благородных оленей. Мы рассказывали, первую партию животных завезли в конце декабря 2020 года. В январе прибыло большое стадо из Калининграда. Рустаму Миниханову показали, в каких условиях содержатся олени. Напомним, 10 лет назад по инициативе президента в Татарстане начали разводить моралов. Они уже приносят потомство. Морал, да? У нас моралов нет, это благородный олень, самцы. Вот они красивые, у них такие. Они рожки больше, красивые. меньше моралов? Меньше. Они меньше. Морал больше, да? Да. По размерам идет сначала лань, потом пятнистый, потом благородный олень, потом морал. К другим новостям. Решение по громкому делу сегодня вынес районный суд Алексеевска. На скамье подсудимых мать двоих детей, 23-летняя Валентина Фадеева. В январе этого года она забыла своего 1,5-годовалого малыша в неотапливаемом сарае. Тогда температура на улице была минус 30. Обморожение получила и старшая дочь. Раскаялась ли в содеянном Валентина Фадеева? Юлия Гоголева из зала суда. В зал заседания обвиняемую заводят в наручниках и сразу за решетку. Расследование этого дела шло почти 5 месяцев. За это время своих детей Валентина Фадеева не видела. Под стражу ее взяли еще 13 января. В тот день в состоянии алкогольного опьянения в холодном сарае она оставила 1,5-годовалого сына. Сама с 6-летней дочерью сумела проникнуть в дом. Девочка успела замерзнуть. Малыша под утро обнаружила бабушка. Детей госпитализировали. У нее тяжкая статья, это через 30-ю попытка убийства, 105-й пункт ВД. И, соответственно, статья несоблюдения, у нее 125-я, это у нас идет статья о том, что она оставила в опасности. 156-я, это что ненадлежаще исполняла свои обязанности по воспитанию своих детей. Обвиняли Валентину Фадееву сразу по 3 статьям. Заместитель прокурора просил для нее 12,5 лет колонии общего режима. Фадеева вину признала, но уверяла, детей убивать не собиралась. 105-я статья не важна, я не признаю. У меня не было умысла на убийство. Я бы никогда в жизни не смогла убить своих детей. Так как ваша честь, мои дети, это все для меня. В итоге судья решил лишение свободы. 2 года и 2 месяца в колонии. С учетом времени, проведенного под стражей, в заключении ей придется пробыть чуть больше года. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Родительских прав Валентину Фадееву уже лишили, но она с этим решением не согласна и собирается обжаловать его в Верховном суде. Детям, естественно, лучше будет, наверное, дома, чем в приютах и чем где-то. Такая же психика будет нарушена у детей. Больше всего в этой истории, конечно, пострадали дети Валентины Фадеевой. Сейчас они в Казани, в одном из приютов. Их здоровью ничего не угрожает, но где они в дальнейшем будут находиться, пока большой вопрос. Известно, что родной бабушке в их воспитании отказали. В свое время она также была лишена родительских прав. Юлия Гоголева, Адель Миндубаев, ТНВ, Алексеевский район.
Печальную статистику утонувших в республике в выходные пополнил 45-летний житель Зеленодольска. Мужчина купался в запрещенном месте. Его тело нашли в 20 метрах от берега на глубине почти 1,5 метра. В необорудованных местах в республике утонули уже 5 человек. Также 2 детей погибли, упав в воду. МЧС напоминает, что вода пока недостаточно прогрелась. Купание может привести к судорогам, а это одна из основных причин гибели на воде. Пока в республике похолодало, жара вернется в Татарстан к выходным, будет до 27 градусов тепла. Спасатели просят не оставлять детей одних и соблюдать все меры предосторожности. И штормовое предупреждение объявил Татарстанский гидрометцентр. Жителям сообщают о сохранении высокой пожарной опасности в лесах в период 1 июня. Согласно правилам противопожарной безопасности, при наступлении 4 и 5 классов опасности вводится запрет на посещение лесов. Напомним, из-за аномальной жары и отсутствия дождей в Татарстане с 14 мая ограничили пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств. Ограничение действует 21 день, но может быть продлено. При этом запрет на посещение касается лесов федерального значения и не распространяется на городские, например, Лебяжий лесопарк Казани. В Татарстане зарегистрировано 4 новых случая смерти от коронавируса. Скончались 2 мужчин и 2 женщины. В республике за все время пандемии умерло 500 человек. Всего же за сутки в Татарстане подтверждено 30 новых случаев ковид. Госпитализирован 21 человек. В целом по стране за сутки коронавирус подтвердили у 8475 человек. Дополнительные меры поддержки семей с детьми сегодня обсудили женщины-парламентарии Приволжского федерального округа. Идея создания площадки принадлежит женщинам-депутатам Госсовета Татарстана Мерхамет Милосердия. Сегодня рассмотрели предложения законодателей Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, республик Башкортостан и Мордовия. Татьяна Ларионова отметила, большое количество семей не знают и не пользуются мерами поддержки, особенно на селе. Договорились работу по информированию усилить. Цель сегодняшней дискуссии – выработать предложения, которые впоследствии войдут в итоговый документ и будут направлены в Государственную Думу. Долгожданный подарок в преддверии Дня защиты детей получили маленькие пациенты Казанского хосписа. Сегодня здесь открыли 2 комнаты для ребят, их родителей и персонала. Столовая оформлена в авиастиле. Все потому, что реконструкцию сделал Международный аэропорт Казани. Как приняли подарок маленькие пациенты, расскажет Наталья Мезина. Сегодня обновленная столовая в Казанском хосписе заполнена яркими воздушными шарами, сладостями и веселой музыкой. Маленькие пациенты и их родители не скрывают радости. Здесь сейчас лечится 20 человек. И теперь каждый в такой обстановке чувствует себя как дома. Дети с радостью идут, аппетит у них хороший. Ну и нам, а главное, что они улыбаются, и нам хорошо. И видели, как здесь начался ремонт. И нам очень нравится, что получилось. Свет от люстр с самолетами. На полках модели лайнеров, на стене любимые персонажи из мультфильмов про полет. Их вручную оформили лучшие художники. Авиационная техника в новой столовой неспроста. Ремонт и дизайн от Казанского международного аэропорта. В 2014 году они уже благоустраивали одну из комнат хосписа. 7 лет прошло, уже все износилось, поэтому мы решили полностью отреконструировать здесь, заменить некое оборудование, отделочные работы провести, ну и поменять стилистику небольшую. Но все равно авиационная часть, она осталась и присутствует. Ну а здесь этажом выше свой премьерный полет совершает уже 2-й рейс. Это столовая для персонала. Как видите, она оформлена более в таких спокойных небесных тонах. Ведь ежедневно здесь работает более 20 сотрудников, медсестры, психологи, врачи. И многие из них работают ежедневно, поэтому для них за счастье вот так спокойно сесть и выпить чашечку чая. Владимир Вавилов благодарит мецената от имени всего коллектива. Вас можем поблагодарить за вашу искреннюю заботу, за вашу любовь к нашим пациентам в отношении к хоспису. Любое вливание доброты в их сердца, к мамочкам, к детям, отношения, и когда они видят любовь, это большую роль играет и в лечении, и в реабилитации. Сейчас в Казани идет строительство 2-го детского хосписа на 60 мест. Рабочие возводят стены и переходят к кровельным работам. Силами неравнодушных собрали уже 145 миллионов рублей. Нужно еще 300 миллионов. Тогда 2-й дом для маленьких пациентов смогут открыть в 2022 году. Реквизиты для оказания помощи вы видите на экране. Наталья Мезина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
Как рынок рекламы в Казани возвращается к докризисным значениям и собирается избавиться от голосовых сообщений. Читайте в интернет-газете «Реальное время». В Татарстане завершилось предварительное голосование «Единой России». Сегодня оргкомитет назвал имена кандидатов, набравших наибольшее число голосов. В голосовании за неделю праймерис приняли участие 378 тысяч татарстанцев. Это почти 13% от общего числа избирателей. Впервые в праймерис голосование шло и онлайн, и офлайн. По его итогам партия определяет список кандидатов для выдвижения на выборы в Госдуму. Кто они, расскажет Дмитрий Аринин. Время 8 часов, участки открываются. Для очного предварительного голосования в Татарстане работали 557 счетных участков. Избиратели здесь получали бюллетени, где были фамилии всех 96 кандидатов. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году. Есть знакомые фамилии, которые, в принципе, известные в республике люди. Считаю, что достойно они представлять республику. Голос свой отдали. Надеемся на лучшее. Лидер единороссов республики Фарид Мухаммедшин оценил ход голосования и сам проголосовал в 18-й школе Казани. В кабинке спикер Госсовета провел несколько минут. Сначала обсуждался вопрос о том, чтобы проводить только в режиме онлайн по удаленке. Но созданный организационный комитет федеральный подняли вопрос о том, что это не всем регионам подходит. Есть территории с сельским населением, с привычными формами голосования, которые десятилетиями уже уложилось в их сознание, и для них это большой праздник и событие. В Набережных Челнах большинство избирателей пришли в первой половине дня. Это уже в интересах нашего города, поэтому я всегда. Мы должны приходить и все-таки выбирать. В Альметьевске на участки приходили целыми семьями. Потому что от этого зависит наше будущее, наша жизнь. Активно голосовали жители Нижнекамска. В этом году среди кандидатов кандидата и мэр города Айдар Медшин. Надо свой гражданский долг выполнять. За ходом голосования следили в ситуационном центре «Единой России». И здесь в течение дня выходили на связь с городами и районами. Голосование проходит штатно, с соблюдением всех санитарных норм. У нас на участках находятся маски, санитайзеры, все необходимые средства, чтобы наши люди соблюдали правила, которые сейчас установлены по всей России по антиковидным мерам. Участки закрылись в 8 вечера. Итоги дня подвели на селекторном совещании с председателем партии Дмитрием Медведевым. Как сообщили в Татарстане, на участки пришли 378 тысяч человек. Как отмечают эксперты и участники праймерис, этот формат себя оправдал. Большое количество участников, 13,5% жителей республики, это здорово. Высокий интерес, высокая вовлеченность, хороший результат. Второе, отсутствие негативных отзывов, включенность жителей, отсутствие жалоб. Это значит, что высоко организованная процедура. Особенно, мне кажется, важным участие представителей НКО, которые в конечном итоге создают цемент гражданского общества, которое формируется вокруг политических партий. Они являются носителями очень популярных социальных идей, проектов, решений проблем. И вот с этой точки зрения праймерис совершенно точно создают новую оболочку вокруг партии «Единая Россия». По результатам подсчета голосов победителями праймерис по списку в Татарстане стали депутат Госдумы Айрат Фарахов, Татьяна Ларионова, Айдар Медшин. Далее в топ-15 Руслан Гаджиев, Ирик Богуславский, Рустам Калимулин, Анатолий Иванов, Александр Терентьев, Ольга Павлова, Вячеслав Козлов, Юсуп Якупов, Геннадий Глушков, Марат Бариев, Мурат Гадыльшин и Ильнар Герфанов. В одномандатных округах победили Илья Вольфсон, Ильдар Гельмудинов, Олег Морозов, Альфия Кагодина, Азат Ягафаров и Марат Нуриев. Передвижки кандидатов в составе списка невозможно. То есть, если человек занял вот определенную позицию, он на этой позиции будет выдвигаться съездом. Но, значит, у съезда есть право по предложению председателя партии включить в любой список территориальный любую кандидатуру, и для них в таком случае голосование в рамках съезда будет являться процедурой предварительного голосования. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Дмитрий Аринин, Алмаз Зиединов, ТНВ.
С этого дня на нашем телеканале новый исполнительный директор. Сегодня коллективу ТНВ представили Алину Сулейманову. Трудовой путь она начала корреспондентом башкирского телевидения, была автором и ведущей ряда проектов на каналах БСТ и «Россия-Башкортостан». С 2016 года возглавляла телекомпанию «Вся Уфа». С декабря 2018 занимала пост вице-мэра Уфы. На ТНВ Алина Сулейманова будет курировать национальное художественное вещание телеканалов ТНВ и ТНВ «Планета». Алина профессионал высочайшего класса, она давно в телевизионной отрасли, тем более у нее есть опыт работы и чиновника, и журналиста, и руководителя крупного средства массовой информации. В общем-то, это такой уникальный сплав, который нам необходим для того, чтобы... главная задача – это изменять канал, делать его более смотрибельным, делать его более привлекательным. Я постоянный зритель телеканала ТНВ. И сегодня я горда, что буду работать в команде холдинга, потому что ТНВ – это крупнейший региональный, национальный телеканал страны. И очень надеюсь, что внесу свой вклад именно в творческое развитие канала. На острове Граде-Свияжск прошел республиканский фестиваль православной культуры «Кряшен. Вербицы сад». В этом году его посвятили Году родных языков и народного единства. На одной сцене 16 национальных коллективов со всего Татарстана. Праздничную атмосферу передаст Ильгиз Шакуров. Народный ансамбль «Чулпы» из Пестрецов – коллектив с 35-летней историей. Их хорошо знают и за пределами Татарстана. В Свияжске еще не были. Эти фестивали нас как бы объединяют, вот эти Вербинский сад, это мы приехали первый раз. И опыт мы здесь набираем какой-то, и встречаемся с разными коллективами. Фестиваль «Вербицы сад» прошел в 3-й раз. На одной сцене татары, русские, чуваши, удмурты, марийцы и мордва. 16 коллективов со всего Татарстана показывают обряды своих народов. Все артисты в национальных костюмах. Чтобы передать атмосферу, используют необычные декорации. Мы хотим показать чувашский обряд семик. Издавна считался таким нашим основным праздником. И 3 дня он проходил с хороводами по улице, игры, с завиванием березки. Отличаются народы не только обрядами и костюмами. Танцы у них тоже свои. Сейчас мы стоим рядом с ансамблем «Поющие сердца» и попробуем станцевать с ними удмуртский танец. Фестиваль объединил не только народы, но и разные поколения. Среди участников и пожилые, и молодежь. Это душевно, это зажигательно. Здесь хочется быть, здесь хочется танцевать просто. Вот мы пришли с детьми, чтобы они тоже все увидели, узнали, не забывали. Для нас, для всех, для позитива. Нам сейчас так это необходимо. Это наше, это вот просто... Настоящим украшением праздника стал государственный фольклорный ансамбль «Кряшен Берменчек». На остров они привезли свои лучшие творческие номера. Эта сцена и вообще вот этот град Свияжск с большими храмами, да, с прекрасной акустикой, красными видами, она объединяет нас всех именно народной песней. Вербицы сад проходит раз в 2 года и наполняет яркими красками всю округу. В планах организаторов проводить такие встречи каждый год. Ильгиз Шакуров, Марат Зайдуллин, ТНВ, Свияжск. В Казани завершился сезон школьной волейбольной лиги республики. Победителей наградил президент Федерации волейбола Фарид Мухаммедшин. Этот турнир стал самым масштабным за всю историю. В нем приняли участие более 18 тысяч учеников из 700 школ республики. Сколько дошли до финала и насколько красочным были схватки, подробности у Рамиля Шайдулина. Связующий дает пас, диагональный атакует. И вот на табло заветные очки. Даже одно из них может в корне изменить игру. Это решающий матч на чемпионский титул. Главная особенность этого турнира – все эти спортсмены – школьники. Профессионалы на поле в обычные дни, они, как и все сверстники, учат уроки и сдают экзамены. Сегодня они играют в спорткомплексе, принимающем российские и мировые чемпионаты. Центр волейбола «Санкт-Петербург», домашняя арена «Зенита Казань» и «Динамо Акбарс». Для нас это огромный шанс поиграть здесь в таком масштабе, на этой площадке замечательной. В финале школьной лиги 6 мужских и 6 женских команд, сильнейшие из 720 заявившихся на турнир. Вот финал между женскими командами Кайбецкого и Тюлечинского районов. Побеждают кайбицы.
Мы ждали победу сразу. 2-0. Не менее красочен финал между мужскими командами Казани и Нижнекамска. Ребята из столицы в лиге 2 года. Все это время сначала на уроке, потом на тренировке. И вот она, победа. Это все опыт, просто больше тренировок, и вот дошли к своей цели. Глава Федерации волейбола Фарид Мухаммедшин завершает этот сезон и дает старт новому. Тренеры, которые сегодня мы подводили итоги наших ведущих команд, говорят, мы как раз черпаем представителей будущих игроков сборных команд «Динамо Акбарс», «Зенит Казань». Вот из этих молодых, талантливых ребят. Школьная волейбольная лига в Татарстане проходит 3-й год. Инициативу, зародившуюся в нашей республике, сейчас подхватили регионы России. Как отметил Фарид Мухаммедшин, это не просто игра, а еще образовательный процесс, в основе которого заложили и патриотическое воспитание. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. На этом выпуск завершается. Больше новостей на наших ресурсах в интернете. Всего вам доброго и до встречи. В студии София Егорова. Здравствуйте. Холодный циклон ворвался в наши края, остудив воздух. Каким будет первый день лета, узнаем через несколько секунд. Планируете ремонт или покупку техники? Срочно понадобились деньги? Кредит наличными на любые цели от Акбарсбанка. Подача заявки онлайн и предварительное решение за 5 минут. Жить лучше – это искать возможности для большего. Это до 2 миллионов рублей под 6,9%. Акбарсбанк. Живите лучше. Не откладывайте заказ вашей новой кухни. Закажите ее в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца июня доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект кухни в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, первый день лета в Бугульме, Бавлах и Азнакаево станет чуть теплее. Плюс 17-19 градусов. Ожидаются осадки. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге преимущественно без осадков, днем до плюс 17. В Агрызе, Менделеевске и Актаныше воздух прогреется до плюс 19. Осадки не ожидаются. В Арске, Кукмаре и Балтаси небольшая облачность, без осадков, ветер порывистый, днем плюс 16. В Болгаре, Дрожжином и Буинске температура немного повысится, плюс 17, но пока довольно прохладно. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше малооблачно и без осадков, температура ниже нормы. Сезонная аллергия может омрачить радость от наступления весны и лета. Благир-3 – европейский препарат от аллергии. Таблетка Благир моментально растворяется во рту и помогает устранить основные симптомы аллергии. Заложенность носа и слезоточение, зуд и отек. Действует в течение суток. Готовые квартиры в Иннополисе от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Заезжай и живи. Мебель и бытовая техника в подарок. Осталось меньше 30 квартир. Подробности на сайте jkunicum.ru и по телефону 556 59. Успей купить квартиру в самом инновационном городе России. Купить квартиру в Иннополисе? Сейчас это возможно. Квартиры формата «Заезжай и живи» от 3 миллионов 950 тысяч рублей. Торопитесь, осталось меньше 30 квартир. Звоните 556 59, сайт jkunicum.ru. В Казани ожидается малооблачная погода, без осадков. Ночью около 12 тепла. Днем 17-19 градусов выше 0. Ветер северо-восточный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 44%. Магнитное поле Земли спокойное. Санчи – сокровище китайской традиционной медицины. Дает энергию, укрепляет иммунитет, повышает качество сна, улучшает самочувствие, способствует снятию усталости. Санчи – источник здоровья и долголетия. Спрашивайте в аптеках Farmland. На этом наш выпуск завершен. До свидания!